В Якутске тестируют первую в России универсальную систему оплаты проезда в городских маршрутных автобусах. Основная задача которой – взимать оплату за проезд со смартфонов и банковских карт нового образца. Одним касанием к контрольному устройству валидатору. Система электронной оплаты проезда разработана российскими компаниями. Она предусматривает оплату проезда по новой системе. При этом она оставляет старую систему оплаты с помощью транспортных карт. Глава города лично проверил, как идет ее внедрение, и протестировал работу нового оборудования. В этом году мы разработали, и вот сейчас уже начинает активно внедряться уже в тестовом режиме возможность оплаты за проезд с помощью любых банковских карт современных, которые обладают возможностью бесконтактной оплаты, и с помощью через систему NFC, которая стоит на большинстве современных смартфонов, через мобильное приложение тоже возможность оплаты, чтобы могла быть реализована на автобусах в городе Якутск. Это на самом деле очень революционный шаг. Практически в России нигде эта система еще не внедрена. Вот мы сейчас ее как бы в тестовом режиме используем. Видно, что система уже практически работает, но, конечно, есть нюансы, которые необходимо будет разработчикам и автобусникам нашим доработать до конца для удобства наших пассажиров. На всех конечных точках маршрутов автобусных испытания уже проведены, результаты нормальные. Есть, конечно, места, где еще есть сбои, но это, я думаю, что как раз в режиме тестовой подготовки, в режиме обкатки эти вопросы тоже будут сняты для того, чтобы у пассажиров никаких проблем с безналичной оплатой не возникало. Сейчас идет отладка оборудования в тестовом режиме. Специальные считывающие устройства, валидаторы установили почти во всех городских автобусах. Смотрите, просто такого набора оплат, комплексного набора оплат нигде еще в России нету. Есть частичные, там где-то банковскими картами только оплачивают, где-то, допустим, ввели новый QR-код. А у нас, получается, в нашем проекте работает все. То есть и, значит, карточка с электронным кошельком, ну, вот стандартная транспортная карта. И для дифференцированной оплаты у нас есть проездной билет там, с лимитами на 20, 40, 60 езды. Теперь вот у нас появились возможность оплаты через мобильное приложение. То есть мы подгружаем виртуальную карту и через телефон оплачиваем по NFC либо по QR-коду. Вот всего вот этого, то есть вместе в одном устройстве, еще нигде не собрано. В связи с внедрением новой системы оплаты и ее тестированием, окружная администрация совместно с перевозчиками в конце марта будет рассматривать новые автобусные тарифы с учетом всех категорий граждан и льготного проезда.